говорит, да, говорит, обязательно приду. А говорю, ваша супруга-то не будет? Вы сразу уже так проверили, супруга Он есть? мне говорит, я, говорит, не женатый еще. Вот видите, все-таки откуда все пошло. Дина, молодец. И пошло-поехало. Она комсоргом была, вот поэтому ответственная. Да, а вам комсоргом в то время не отказывали, Дуслар. Поэтому у Рафаэля не было шансов. Но в итоге все получилось отлично, молодцы. Дорогие друзья, я всех поздравляю с праздником Старый Новый год. Новый год – это семейный праздник, и мы сегодня решили пригласить в студию замечательную семейную пару. Заслуженные артисты Республики Татарстан Рафаэль и Дина Латыповлар. Каршалага, встречаем! Дуэт Дина и Рафаэль Латыповы, заслуженные артисты Республики Татарстан. Дина Латыпова окончила Буинское медицинское училище, филологический факультет Казанского государственного университета. Рафаэль – Альметьевский республиканский техникум физической культуры и факультет журналистики Казанского государственного университета. Долгие годы Латыповы жили в Буинске, работали в редакции районной газеты. В 1996 году они выпустили альбом «Онотмам Мине, Онотмам Сине». Он неожиданно стал популярным, и вот уже 17 лет они на эстраде. За эти годы Рафаэль и Дина Латыповы выпустили 12 альбомов, стали лауреатами фестиваля «Татаржира-2012» в номинации «Лучший дуэт». В 2013 году дуэт Латыповых был удостоен национальной музыкальной премии «Болгар Радиуса». İssenmisiniz? Hayırlı günler. Какие красивые, веселые. С праздником, Бәйрәм белән. Рахмет. Яңа ел бүләксез булмый, калуш. Новый год без подарков. Поэтому вот мы вам решили принести чай. Новый год без чайника. Ну, чай мы сегодня обязательно попробуем. Бигзур Ахмед. Я слышала, вы любите татарский каза, нижегородский каза. Вот поэтому мы решили вам... Это от Да. сергальских татар, я так понимаю. Они слышали об этом, что мы будем сегодня у вас в гостях, вот они вам передали. Друзья, честно скажу, очень люблю козылык. Пробовать не будем, сразу заберу домой, Рахмет. Спасибо. Ну, а что в руках Рафаэля? Папка для счастья. И мы оба родились в год лошади, вот поэтому... Поэтому вас и пригласили в год лошади, 2014 год, кстати. Вот лошадь, да, в этом году. Ну, замечательная подкова, я думаю, на нашей программе и всем нашим телезрителям обязательно принесет много удачи. Спасибо, Бигзур Ахмед, молодцы, очень приятно. Скажи, пожалуйста, какое новогоднее блюдо мы сегодня с вами будем готовить? Ну, у нас уже, так как сегодня Старый Новый год, уже салаты, видимо, всем уже приели. Поэтому давайте мы сегодня попробуем мучную. Вакбелиш. По-татарски, как раньше наши родители готовили, наша мама, наша бабушка всегда, они в день Нового года всегда готовили вакбелиш или пельмени, или вакбелиш всегда. Нет, тем более на Новый год будет зурбелиш, да, а вот сегодня Старый Новый год, как раз вакбелиш будет самое то. Давайте. Отлично, приступим. Итак, с чего начнем? Мне обязательно сейчас понадобится... Двое мужчин. Мужчины, Во-первых, обязательно просто помощники. Помощники, как раз вы здесь рядом стоите. Поэтому давайте обязательно для этого мясо. Без мяса никак. Так, говядина сегодня мы используем, Можно халяль. говядину, можно и баранину, да. А сегодня говядину как раз мы набитаем желе. Так, вот вам ножи. Так, Значит, у нас мясо есть, обязательно нужен рис. так, рис. Рис. Рис, обычный рис, тактарский, настоящий, то есть не пропаренный. Ага. Так, обязательно суган керек. Так, лук. Нужно обязательно. Ну, лук, я думаю, мы доверим Рафаэлю. Пожалуйста. Удовольствием. Ага. Так, соль, перец, яйцо надо обязательно. И, естественно, без теста никак. Дальше. Ну, а самое главное, ведь хорошее настроение, поэтому с хорошим настроением начинаем готовить вакбелиш. Рафаэль ответственный за лук, получается, да? Да, я за мясо. Вы за мясо? Вам тоже дам работу, Руслан. Давайте, вам сейчас придется рис промыть. Хорошенько, потом это самое, подсоленную говядину надо будет отварить. Так, воду мы поставили. Готовности, не полностью, надо полуготовности. И все, давайте начнем работать. Надо мясо мелко нарезать кубиками. Лук тоже мелко надо крошить. Давай, Рафаэль, суган кисясин, и кисямин. Руслан, рис. Я занимаюсь, да, рисом. Сейчас дождусь, как вот водичка в этой красивой кастрюльке у нас закипит, и я туда помещу наш рис. Дина, вот вы сейчас так красиво всем дали задание. Все-таки у вас вот на кухне кто главный, Рафаэль или вы? Когда как, но я так-то доверяю Рафаэлю.
Рафаэль умеет готовить, Рафаэль? Умеет Я готовить. помощник. Помощник? Я могу с удовольствием прям полностью доверить ему кухню. Кухня полностью Рафаэль Ромалов береги. Полностью даже. Это уборку делать, да, я так понимаю? Ну, в основном это кухня, да, халтанкас. В основном женщин командует, конечно. Кухня это... Ну, у вас В же нашей части. гастроли, график, мне кажется, такой очень плотный, да. Когда вот успеваете готовить, семью кормить-то? Дина? Ой, у нас же еще и целый вид. В семье... Я всю жизнь жила с мамой. Мама всегда была с нами рядом, она помогла. Девочки, у нас 2 девочки, они все время готовили. Поэтому сама-то, ну, лишь бы было желание, Руслан, всегда можно найти время. Рафаэль, скажите мне 3 самых любимых блюд, которые готовит ваша любимая супруга. Ну, лапша, в первую очередь, татарская. Она кстамбей. А потом, ну... Очень ничего, очень ничего. да. Рафаэль любит коз яратал. Он любит Гусей. это, да, поэтому иногда придется. Он любит гуся, поэтому я готовлю вакбалеш, кастебы и суп-лапшу. А так он любит гуся. Ну, куда деваться? Поэтому он его любит, потому что очень редко. Так, мясо мы режем мелко. Так, сейчас я добавлю соль. Рафаэль, а когда знакомился вот с вашей биографией, да, очень интересный момент прочитал. Вы не только человек, который красиво поет, вы еще мастер спорта по лыжам. Вот как так получилось, что все-таки бросили спорт, ушли в шоу-бизнес? Вот расскажите, Да, как получили я это звание? из спортивной деревни, это называется в Буинском районе Алафтулумбаева. У нас где-то 10 мастеров спорта по лыжным гонкам С этой деревни. с этой деревни вышли. Вот поэтому с малых лет я начал кататься, уж, ну, традиции. У нас все время были лыжные соревнования, и поэтому уж с малых лет не думал даже, кем буду, ну, думал спортсменом буду. У нас районный центр был, от нас 3 километра, мы все время, ну, на лыжах ездили. Я еще, Неважно, летом, зимой, встал на лыжи 3 километра в районном еще центре. учился в районном центре, да, после 8 классов, 2 года. Вот зимой на лыжах, летом на велосипеде или пешком. Вот так. Поэтому у меня, хочешь не хочешь, тренировки вот так получилось. Вот так получилось. Я после 10 классов поступил в Альметьевский республиканский техникум физической культуры, специализация лыжным гонкам, и начал тренироваться. Вот так. Ну, а свои первые песни когда спели, помните, Рафаэль? Тоже на лыжах, наверное, по пути? Я когда-то учился в 2 классе или 3, я пел Тувантель. Я еще тогда В школе? не смог говорить букву «Р». А у вас, Дина, какая вот есть песня с детства, которую, может, вы просто пели там в школе, в садике? Нет, я вообще в школе не пела. Я любила всегда читать стихи. Я любила. А я никогда не думала, что я стану артисткой, как говорится, выйду на большую сцену. Это благодаря Рафаэлю, наверное. Ну, а стихотворение все-таки у нас новогодний выпуск. Давайте какой-нибудь, может, прочтем? Мен яратам сенің күлуіңні, сенің шат шағыңны яратам. Әйтерсің мен сүйілмайған шақта, асыланып матур таңында. Яратам мен сенің күлуіңні, шындай матур сенің күлуің. Әллә күлуің матур, әллә еруің, әллә мені ғашық етуің. Яратам мен сенің күлуіңні, бигрәк матур сенің күлуің. Сенің күлуің минем үшін бәйрәм, ел бәгърем тағы кел. Замечательное стихотворение про настоящую добрую улыбку, которой, слава богу, я наделен с детства. Ну, это я про себя говорю. Так, что мы делаем? Мы пока режем мясо. Посмотрите, какой прям лук, такой ресторанный порезкий, прям как настоящий шеф-повар. Мне кажется, часто, да, Рафаэль, остаетесь на кухне? Да, я Помощник, первый помощник ваш, и когда дома. правая рука. Дина, Рафаэль, вот у вас такой замечательный дуэт получается, да? Дина пишет стихотворение, то есть слова на песне, вы их замечательно поете. Вот как сложилась ваша первая встреча? Где познакомились? Это было в 1984 году. Я училась тогда в Воинском медицинском училище. Рафаэль уже был большим тренером. Он приходил в наше медучилище. Вот тогда мы с ним познакомились. То есть он был такой сильный, накачанный татарский мужчина, всегда... Не женатый. Самое главное, не женатый, всегда в руках лыжи, в другой руке цветы. Вот, познакомились, в 1985 году поженились. В 1987 у нас родились девочки, близняшки. Вот такая история у нас. Ну, вы так сокращенно. Рафаэль, почему выбрали нашу очаровательную Дину? Расскажите нам секрет. Ну, к этому объяснения нет.
Это любовь. Она мне выбор не оставила, да? Это любовь, это сверху. Когда я училась в медучилище, была комсоргом группы. Тогда уже между группами были соревнования, готовились к 40-летию ко Дню Победы. И вот тогда девочки из их деревни учились с нами вместе. Они попросили Рафаэля, чтобы он пришел нам и помог подготовить сценарий, написать. Он пришел первый день, мы написали, вроде бы нормально, все интересно вышло. Он говорит: ладно, говорит, девочки, я говорю, завтра тоже приду. Я говорю: как уже, Рафаэль, говорю, вы можете разве каждый день вот так приходить? Нам, говорит, помогать. Он говорит: да, говорит, обязательно приду. А говорю: ваша супруга-то не будет? Вы сразу уже так проверили, супруга Он есть? мне говорит: я, говорит, не женатый еще. Вот видите, все-таки откуда все пошло. Дина молодец. И пошло-поехало. Она комсоргом была, вот поэтому ответственная. Да, а вам комсоргом в то время не отказывали, Дуслар. Поэтому у Рафаэля не было шансов. Но в итоге все получилось отлично, молодцы. Итак, Дина, у нас лук готов, мясо готово, рис я отварил, промыл, и сейчас вновь используя замечательно стеклянную посуду. Давайте будем все смешивать. Так, Давайте рис сюда. добавляем сначала рис. Так, целиком. Так, мясо сейчас. Мясо, лук. Скажите, пожалуйста, вот кто из вас помнит, Рафаэль, в каком году вышел вот ваш первый совместный альбом? В 97 году. Да, тогда еще кассеты были. Ага. Вот вышли как раз. И вот с этой кассеты я хочу попробовать одну песню. Это все знают. А именно ошаға пішіргеш. Yani senin kollar деген жана жылы селпите, чөнки yani күз алдына килеп баса, Динәнең әнисе дә, минем әни дә. Чөнки алар безнең менә шушы тәмле ризыклары белән пешереп, үстереп, аякка бастырганнар. Итак, дорогие друзья, для вас песня про тепло рук наших любимых драгоценных мам. Синең куллар мине сөя-сөя, бишекләргә салган куллар ул. Соңгы телемнәрең миңа биреп, үзе кыры калган куллар ул. Соңгы телемнәрең миңа Үзе кыры калган куллар ул. Бигзур Ахмед. Еще раз мы поздравляем со Старым Новым годом всех наших мам, ну и, конечно же, пап в том числе. Соль, перец нужен мне. А Дина продолжает думать о Вакбалеше. Мы уже тут с Рафаэлем поем, танцуем, можно сказать. Так, перемешали начинку. Без соли давайте. Так, соль. Пол столовой ложки по вкусу. По вкусу, да. Кто будет солить, кто будет пробовать. Так, я солю. Все-таки достаточно. Ага. Опа. Так, и перчик. Давайте. Перчика можно побольше, наверное, да, Рафаэль? Наверное. Чтоб вкусная вода еще. Так, ну, как я всегда говорю, если перца будет много, значит, перчил Рафаэль. Если нормально, значит, Руслан. Так, Видите, у перемешиваем. нас уже начинка почти готова, да, ведь сейчас нам понадобится тесто. Итак, Мы будем потихоньку сейчас лепить. вот оно прекрасное дрожжевое тесто, которое у нас поднялось. Да, вообще так красиво Кстати, пеклось. люблю как вот запах такого дрожжевого теста. И именно из него мы будем делать основу для нашего вакбалеша. Дорогие друзья, на дворе сегодня Старый Новый год, а у нас на кухне замечательный семейный дуэт Латыповых Рафаэль и Дина. И готовим мы сегодня замечательное татарское блюдо вакбалеш. Их будет несколько вкусных, красивых. Итак, мы приготовили начинку. Сейчас переходим к самому ответственному моменту. Это тесто, доверяю в руки нашей замечательной Дина Ханум. Да, вам. Итак, Понадобится мука обязательно. так, мука. Рафаэль, пока Дина Ханум занимается тестом, мы, естественно, с вами наблюдаем, учимся. И есть у меня вопрос. Вот, Рафаэль, скажи, пожалуйста, вот с какой песни или вот когда к вам такой вот пришел уже настоящий успех, узнаваемость, много концертов? Вот как раз после первой
выпуска после первой диски. В 97 году. Да, и пришло это как неожиданно такой успех, или как сказать, Популярность, да, неожиданно. Да, мы работали тогда еще журналистами. Редакция в Воинском районе. Да, в Воинской районной газете. Поэтому и мы не думали, что будем артистами гастролировать вот так. Это, оказывается, только не от нас зависит. Не только от нас. Но любовь к народу, к вам, она на самом деле очень большая, ведь у вас еще есть, отметим, во-первых, премия «Алтын Барс», а в прошлом году, в декабре, первую национальную премию «Булгар Радиуса», с чем мы вас поздравляем. Надеемся, что не последняя, Алаберса. А помните, какая там песня была, вот, Рафаэль? Песня называется «Сагындыра Яндыра». Я слова написала я сама. Это моя песня. Вот. Про кого вы думали, когда писали это стихотворение? Естественно, про Рафаэля. Естественно. То есть, получается, в прошлом году написали, вот за год эта песня набрала такой рейтинг, эту да? песню тоже написали уже давно. Это было написано, вот, когда мы выпустили первый альбом. Тогда я написала эту песню. Значит, эта песня 15 лет тому давности уже была уже написана. Ну, вы держали ее специально на 2013 год, Да, чтобы как-то бах. мы тогда другой спели все же, аранжировкой. да, забыли. Это у нас уже ретро-песня, как говорится. И мы решили заново делать аранжировку и спеть вот эту старую песню. И завоевали мы это первое место. Еще раз мы с этим поздравляем, но мне кажется, все-таки в новогодний выпуск, Рафаэль, можно кусочек этой песни? Яндыра, яндыра, сагындыра кидіре, сені гіне, көңілімнің түрінде. Вот такая песня. Бекзур Ахмед, спасибо большое. Ну что ж, а здесь у нас получается, Кругляшки. да, вот такие кругляшечки, основа для нашего вакбалеш. Вы пока пойте. Давайте. Да, у Рафаэля чешутся руки, он тоже хочет готовить. Да, Давайте, если хотите, пожалуйста. Видите, у меня какой супруг. Он всегда хочет мне Всегда помочь. хочет помочь. Так, кругляшочки у нас готовы. Передаю инструмент, которого боятся мужчины, которые поздно приходят домой, но часто им пользуются женщины, когда готовят еду для этих же мужчин. Пожалуйста. Раскатываем. Раскатываем вот эти кругляшки, Ага. чтобы у них размеры были одинаковые. Если одинаковый размер, так вакбелиш выходит очень красиво, чтобы были у них стандартные размеры. В 2014 году, в этом году какие-то планируются вот, оригинальные концерты, что-то такое, что вот Да. можно уже анонсировать публике? Да, в этом году у нас юбилейные концерты. Уже вот в январе уже мы начинаем работать. У нас гастроль начинается. Юбилейный концерт у нас будет. А юбилейный концерт у нас не по части культуры, допустим, а у нас в Рафаэле будет красивый юбилей, поэтому мы гордимся. А, в честь дня рождения и юбилея мужа? Да. Юбилейный концерт. Юбилейный концерт у нас будет в этом году. Там будут наши все ретро-песни, которые были популярны, будут новые песни тоже, будут танцы, как говорится. Поэтому я приглашаю всех своих зрителей, пусть они приходят на наши концерты. С ними нам тоже будет интересно. Итак, мы начинаем самое главное приготовление вакбалеш. Это закладка начинки и вот формирование самих бялешиков. А вот что за две полосочки, Дине? Сейчас я вам объясню и покажу. Видите, у нас уже красивые кругляшки. Видите, они все почти Вот стандартные. примерно такой формы. Такие. А эти, вот эти трубочки, сейчас Ага. из них мы будем делать пробки. Вот такие. А, Да. крышечки для вакбалеша. Да. Значит, сейчас надо будет накладывать сюда начинку. Вот будете мне помогать, ребята? Да, обязательно. Я вижу, вы так хотите, прямо с нетерпением ждете, не дождетесь. Так, может, друг сейчас я другу? Гораздо. попробую один вакбалеш лично сам завернуть. Давайте я посмотрю. Потому что я вижу, у вас фантазия тоже очень интересная. Ну, на одной фантазии вкусный вакбалеш не приготовишь, конечно. Так, Хорошо, в натуре тряхну. берем за края наше тесто и защипаем его по часовой стрелке можно. Берем потом крышечку и она будет там. Вначале помещаем, это но еще, бульон еще, друзья, остался у нас. да. Если ваш вакбалеш на 5 получился, ну мой как минимум на 4 с плюсом.
Расскажите, пожалуйста, может, какие-то у вас есть интересные истории с гастролей, с выступлений или из личной жизни вот для наших телезрителей? Мы когда работали в районном центре в Буинске, сами жили тогда в деревне Тулумбаево. А эта деревня находится 3 километров от районного центра. Надо на работу ходить всегда через лес. Однажды иду с работы вечером, где-то 5:30, наверное, уже вечера. Конец декабря было. Ну, идут, так, на улице красиво, теплая погода, хлопьями снег идет, настроение хорошее. Все же вышли из леса в сторону деревни, иду потихоньку, повернулась назад, а сзади меня идет волк. За вами волк идет. За мной идет волк. Где-то 100 Подожди, метров, много было, да, 100 метров от меня. Я даже окаменела. Стою, нет, и волк стоит. Делаю 2 шага, и волк за мной. Смотрю, мимо меня, я иду по дамбе, а по полю еще один волк появился. Прошел мимо меня по полю, поднялся на дамбу, тоже где-то 50 метров от меня, сел вперед. У меня и впереди волк сидит, и сзади волк. Слезы текут. Я говорю, все, живут, оказывается, конец. А дома дети А дома дети, маленькие. Телефонов тогда не было еще сотовых? Не было, это было 89-й год. Что делать дальше? И даже вот молюсь Богу, прошу. Я говорю, ради детей хотя бы я осталась жива. В это время появляется свет. И идет какая-то машина, транспорт идет. Это, наверное, было, может быть, даже считанные минуты тогда прошли. Это мне казалось вечностью. Все, подъехала машина, я села, поехала дальше. Вот такая интересная, замечательная, даже сказал бы, рождественская история со счастливым концом. Красивые у нас получаются вак-балишики. Примерно вот такие. И, в принципе, сейчас мы их доделаем и поместим в противень, отправим в духовку. 40 минут примерно. Сколько готовится, да? 40 минут, 20 минут надо их печь, потом надо сюда влить бульон. А, потом мы открываем крышечку, Бульон вливаем. наливаем бульон. 15-20 и все. Итак, наши вак-балишики готовы. И мы сейчас берем наш противень. Вот такой красивый, настоящий. С антипригарным покрытием. И будем мы смазывать все-таки немножко маслом, да? Обязательно. Камбагашмая немножечко. Так, есть у меня вот такая кисточка. Кстати, пока вы смажете. Обязательно понадобится яйцо, чтобы смазать сверху. А, сверху мы будем... Да. Так, разбиваю я яйцо, значит. Так. Одного достаточно? Достаточно? Так, взбиваем. Так, нет. Сейчас Так. И каждый наш пирожок мы будем смазывать, да? весь аромат. Ну, это придаст ему такой румяный вид. Ну и, в принципе, блюдо будет намного вкуснее. Так, Рафаэль, дайте, пожалуйста, мне кисточку. Сейчас я буду рисовать. Позвольте, я это сделаю, если вы не против. Давайте. Так. Смазываем мы это все. Беляшики у нас почти уже готовы, видите, но все равно, несмотря на это, надо минут 5 подождать, чтобы они приобрели красивый вид, чтобы тесто заново поднялось. Итак, все у нас готово, и мы отправляем наши вак-балишики в печку на 40 минут. Прошу. Вак-балиш по эксклюзивному рецепту семьи Латыповых через 40 минут будет на нашем столе. Вак-балиш. Мелко нарезали мясо, репчатый лук, добавили соль, перец. Все смешали с предварительно отваренным до полуготовности рисом. Дрожжевое тесто разделили на небольшие части. Раскатали их в лепешки величиной с чайное блюдце. На середину каждой лепешки выложили начинку, края защипали, оставив отверстие в середине, которое закрыли крышечкой из теста. Подготовленные беляши оставили в теплом месте на 5-10 минут расстояться. Затем выложили их в смазанную растительным маслом форму, сверху смазали яйцом и поставили для выпекания в духовой шкаф примерно на 40 минут. За 20 минут до готовности каждый балиш налить бульон и снова поставить в печь. Я предлагаю все-таки открыть печку и достать наши вкусные вак-балишики. Давайте попробуем. Окей. Опа. Матурма? Красиво? Даже не верится, что мы это сделали. Итак,
Но заметьте, какая у нас замечательная посуда, как все у нас красиво получилось, ничего не подгорело. Окей, ну мне кажется, у нас сегодня все получилось, вот такая красота. Разбирайте. Давай, Рафаэль, угощайся. Да, как глава семьи, Рафаэль Абы вам первый. Давайте я сперва вас угощу. А, не? Я хотел остатки забрать, конечно, ну ладно. Один так один, хорошо. Это мне уже нравится. Итак, бисмилля рахман рахим, пробуем. Нет? Ну как? Отлично. У меня даже с мясом попался. Даже? Очень вкусно. Теперь Как? Ну как? на всю страну ответственно заявляю, что вы не только прекрасно поете, но и вкусно готовите. Молодцы! Пользуясь случаем, я от нашей программы всех телезрителей поздравляю со Старым Новым Годом. Всем удачи, большой любви. И в подарок от вас красивая песня от замечательного дуэта Латыповых. Ömürler üteyken o ütede kiteyken Yaşlıktaki kaynar hisler bir vazgeçteyken Ömürler üteyken o yanada biteyken Günler yine hamanda Nessedir kiteyken Ömürler üteyken o Ütede giteyken Günler yine hamanda Başarga giteyken Замечательный дуэт. Рафаэль, Дина Латыповар были сегодня с нами в нашей новогодней программе. Всех еще раз со Старым Новым Годом. Сау болыңыз, достар. Пока-пока. Hayırlı